В Якутск доставили уникальную находку. Академии наук республики передали обнаруженные жителями Абыйского района останки шерстистого носорога. Сашу, так назвали детеныша ископаемого животного, будут изучать, применяя опыт, полученный во время исследования мамонтенка Юка. Репортаж нашего корреспондента Сергея Алексеева. Каждая находка останков обитателей плейстоцена сама по себе сенсация. Большинство останков носорогов, а их не наберется и десятка по всему миру, мумифицированы и практически непригодны для научного изучения. Целую замороженную тушу взрослого носорога в Якутии находили лишь однажды, в 2007 году на Колыме. Теперь в распоряжении исследователей мамонтовой фауны появилась еще одна уникальная находка – Саша – детеныш носорога. Эта находка по-настоящему огромное везение, поскольку, по словам ученых, эти ископаемые размножались очень медленно, и матери хорошо защищали свой выводок от нападения хищников. Благодаря этому детская смертность среди древних носорогов была очень низкой. Изученных представителей мамонтовой фауны, а уж находок детенышей носорога, можно сказать, практически нет. До этого было несколько костных находок, это находили часть черепа, часть челюсти там, и все. Нашел Сашу Александр Бандеров, охотник из Абыйского района. В честь него и назвали маленького носорога. К слову, Александр был не один. Вместе со своим коллегой Семеном Ивановым они сначала приняли вытаившего носорога за останки оленя. И вот на Яру, я говорю, там я обнаружил под козырьком торчащий клок шерсти. Так. Так как не было возможности посмотреть, потому что высоко, и опасно. А в сентябре месяце, где-то через 1,5 недели, линза подтаяла, и вот эти останки упали вниз, лежали внизу. Пришли, посмотрели, казалось, что носорог. Сразу собрали его, пока он был еще не оттаявший, привезли в поселок, положили в ледник. Ученые уверены, что благодаря Саше они получат ответы на множество вопросов. Например, в каких условиях они жили, кто из современных животных является их ближайшим предком, как они росли и развивались. Первые из них, возможно, появятся уже через полгода. В первую очередь мы проведем отбор анализов на микробиологические исследования, потом будет проведен первичный осмотр анатомо-морфологического и томографическое сканирование, и потом уже начнется весь комплекс исследований. Это вторая сенсационная находка за последние 5 лет. Климат Якутии позволяет предполагать, что республика может стать мировым центром палеонтологических исследований мамонтовой фауны. Главное теперь сохранить найденный материал в целости. Но, как поделились с нами сотрудники Академии, первые шаги к созданию криохранилища для останков уже сделаны. Сергей Алексеев, Иван Семенов, НВК «Саха», Якутск.